вами я приглашаю вас в волшебный лес загадки. Кто ответит на первую загадку? Я. Угу. Остальные? Пожалуйста, В форме темный, синий, защищает он страну и в огромной субмарине отпускается ко дну. Кто это у нас опускается ко дну? Подводник. Подводник. Правильно? Да. Молодец. Садись. Асизан. Его машина вся в броне, как будто черепаха. Ведь на войне, как на войне, здесь не должно быть страха. Танкист. Это у нас кто? Танкист. Танкист. Правильно. Умница. Садись. Дальше. Я. Кто это у нас ответит? Я. Ага. Айла. Пожалуйста. Угу. Спешит в зону отряд, готовый разыскать снаряд и на песчаном поле, и в транспорте, и в школе. Ага, это кто у нас? Сапер. Ага, умница, садись. Дальше у нас? Хорошо. Его машина вся в броне, как будто черепаха. Ведь на войне, как на войне, здесь не должно быть страха. Это кто у нас? Это танкист. Это танкист. А теперь, ребята, посмотрите на дерево. Он сидит на дереве. Давайте мы ему поможем спуститься. Кто нам поможет? Кому мы должны позвонить? 112. Кому? 112 или 103? 112. 112. Кто это у нас? Служба спасения. Служба спасения. Ага. Служба спасения прибыл и помог коту спуститься. Дальше, ребята, раздаю вам конверты. Откройте конверты и соберите пазлы. Посмотрите на фрагменты. Что получилось у нас? Молодцы. И вы закончили, да? А теперь, ребята, покажите мне. Ага. У вас это кто? Доктор. У вас? Пожарный. Угу. А у вас что получилось? Кто это у вас? Полицейский. Полицейский. Угу. Что объединяет эти картины, ребята? Ответьте на вопрос. Что объединяет эти картины? Кто они? Они спасатели. Спасатели? Ага. Молодцы. Молодцы, ребята. Это у нас кто? Спасатели. Молодцы. Наша сегодняшняя тема – спасатели всегда на службе. Цель урока – узнаете о профессии спасателя, будете получать информацию и отвечать на вопросы, строить предложения. Для этого я предлагаю посмотреть видео, обучающие видео. Мы живем в прекрасном мире, и жизнь наша наполнена чудными моментами. Но, к сожалению, иногда мы видим, как происходят неприятности с людьми. Пожары, болезни, непредвиденные ситуации. И если ты или кто-то рядом с тобой попал в беду, то вам обязательно помогут сотрудники экстренных служб. А чтобы они быстро примчались на помощь, нужно позвонить им и сообщить о происшествии. Давайте выучим номера телефонов, чтобы быть всегда готовым оказать помощь себе и близким людям.
Пожарная служба. Неаккуратное обращение с огнем или воспламеняющимися предметами может привести к возникновению пожара. Если вы столкнулись с такой бедой, как пожар, нужно срочно звонить в пожарную часть. Телефон 101. Независимо от того, с городского телефона ты звонишь или с мобильного. Говорить нужно четко и спокойно, не торопясь, ведь пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает. А всю информацию, которую ты расскажешь, им передадут по рации. Сообщить тебе нужно следующее. Адрес, где происходит возгорание, что горит, квартира, подвал или же мусорный контейнер на дворе, и ответить на вопросы, которые зададут дополнительно. К тому времени, как ты повесишь трубку, пожарные уже будут на подъезде к месту возгорания. Полиция. Если жизнь угрожает опасность, кто-то ломится в дом, пристает на улице или же просто потерялся, поможет полиция. Звонить в полицию нужно по номеру 102. Позвонив в полицию, тебе нужно будет представиться и рассказать о своей проблеме. Помощь прибудет очень быстро, ведь полицейские ездят в специальной машине с сиреной и мигалкой. Служба скорой медицинской помощи. Никто не застрахован от ран и ссадин. Если ты или твой друг поранились или что-то съели и сильно заболел живот, или кому-то из близких стало плохо, сразу вызывай скорую медицинскую помощь по номеру 103, независимо от того, с городского телефона ты звонишь или с мобильного. Обязательно представься, скажи, сколько лет больному, продиктуй адрес и опиши, что произошло. Оператор отправит вам врача и расскажет, что нужно сделать, пока скорая помощь едет к вам. Существует и единый телефон экстренных служб. Это номер 112. Позвонив по которому вам помогут при любой ситуации, будь то пожар, болезнь или наводнение. Помните, в экстренной ситуации главное соблюдать спокойствие и сумейте объяснить оператору, что с вами случилось. А чтобы никогда не попасть в беду, нужно помнить и соблюдать правила безопасности. Удачи вам! Предлагаю ответить на вопросы. О каких профессиях шла речь? Поднимите руки. Кто ответит? Энджу? О спасателях. О спасателях идет речь. Ага. Что делают пожарные? Что делают пожарные? Аглая? Тушат огонь. Тушат огни, да? Огонь. Что делают полицейские? Что делают полицейские? Вигарес? Охраняет порядок и спасает от людей бандитов. Людей от бандитов, да? Молодец, садись. Что делают врачи скорой помощи, ребята? Врачи скорой помощи. Что делают? Оказывает первую медицинскую помощь, да? Что делают работники службы спасения, ребята? Что делают работники службы спасения? Женя? Спасает людей и животных в трудных Чрезвычайных ситуациях, да? Умница, молодец. Что мы должны делать, ребята? Василтан? Ценить их труд и не звонить им напрасно.
Сегодня мы с вами познакомимся с новыми словами. Давайте вместе повторим. Спасатели. Спасатели. Харушла. Харушла. Пожарная служба. Пожарная служба. Вертендершлем. Вертендершлем. Скорая помощь. Скорая помощь. Жилет-жардем. Жилет-жардем. Полиция. 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 Молодцы. Ребята, я предлагаю вам слова. Вы должны правильно построить предложение и записать в тетради. Ага. Давайте посмотрите. Аглая. Мой дядя работает водным спасателем. Мой дядя работает водным спасателем. Правильно? Да. Пожалуйста, Аглая, запиши на доске. Алиша. Наш папа служит пожарным. Наш папа служит пожарным. Выходи к доске. Наш. Громко. Наш папа Ага. служит Служит. пожарным. Пожарным. Молодец. Третье предложение. Твоя мама работает врач в отряд спасателей. Твоя мама работает врачом в отряде спасателей. Правильно. Запиши. Проговори. Твоя. Твоя Мама. работает Работает. Правильно. Посмотри. Твоя мама работает врачом. врачом Мгм. в отряд В отряде. Отряд. Вот. Вот. Пять. Проговори. Отряде. спасателей. Отряде. Спасателем. Спасателей. Спасателей. В отряде спасателей. Я даю вам службы с номерами телефона. Вы должны правильно их соотнести. Кто выйдет на свет? Ну, тихо. Первое у нас что? Служба спасения. Служба спасения. Номер. Служба. Нет, служба спасения здесь. Ага. Номер телефона. Ага. 112. 112. Правильно, молодец. Айла. Это скорая медицинская помощь. Помощь. Номер телефона. Ага. Скорая медицинская помощь это 103. 103. Умница. Садись. Следующий Нурабин. Выходи. Пожарная. Прочитай. Пожарная. Служба.
Это Пожарная служба. 101. Я Тихо, тихо. 101. Пожарная служба. Это 101. 101. Правильно? Да. Молодец, садись. Можно я? Вот так. Что у нас осталось? Полиция. Ага. Полиция. Номер телефона? 102. Правильно. Молодец. Садись. Теперь, ребята, давайте немножко отдохнем. Вставайте. Встали. Быстро. Улыбнулись. Выше, выше. Потянулись. Ну-ка, плечи распрямите. Поднимите, опустите. Вправо-влево повернитесь. Рук коленами коснитесь. Сели, встали, сели, встали. И на месте подержали. Раздаю бумаги, где записаны действия. Вы должны определить, разрешается это действие или запрещается. Быстро отмечаем. Молодцы. Ребята, проверяем с доски. Если у соседа все правильно, показываете зеленую сторону карточки. Если есть у соседа ошибка, молодцы. Асизм, где у Алижана ошибка? Кричать и звать на помощь взрослых. Разрешаете. Умница. На доске висит картина дерева. Вы должны украсить ее. Чтобы украсить, мы используем стикер. Розовый и желтый. Если урок вам понравился, все понятно, клеите розовый стикер. Если есть что-то непонятное, клеите желтый стикер. Пожалуйста, начиная 3-я парта. Молодцы. На этом наш урок окончен. Всем спасибо.